Здравствуйте, друзья! С вами Лара Болотина. Первая и радостная новость. Маруся из Нальчика. Сегодня она приехала в Москву на передержку. По счастливой случайности Марусю взяли на попутную машину до Москвы. Ее одну. Сейчас Маруся осваивается на новом месте. Она уже спасена. А вот братик ее, Жорик, остается пока там, на прежнем месте, пока неизвестность. Он тяжело переживает разлуку. У них с Мару были теплые, дружеские отношения. В непогоду он укрывал сестренку своим телом, делился с ней едой. Жорик сильно тоскует, лежит безучастный ко всему, отказывается от еды. Не хватило ему места в машине. Жорик и Элис. Все мысли сейчас о них. Успеем ли мы спасти их, вывести? Для Элис нужен сразу дом. Друзья, кто-нибудь откликнется на эту девчушку? Она компактная, небольшая, 16 килограмм, это я просто напоминаю. Присмотритесь к ней. Возьмите ее. Не знаю, что еще сказать. Жалко. Жалко, если останутся там. Вторая радостная новость, друзья, у нас пришла только что из Якутска. Девочкам-волонтерам удалось определить Пьеро и сестер Собачуль на передержку. Очень ненадолго. И сейчас мы лихорадочно ищем пассажиров на самолет. От вас, друзья, ждем помощи на перелет, ищем фин-кураторов для всех новых хвостиков. Их прибавилось еще плюс 4. Пьеро и 3 девчушки. Конечно же, всем щенкам нужен дом. Чем быстрее, тем лучше. Мои передержки, они все для взрослых собак. Друзья, нам нужна будет помощь. Каждый месяц будет стоить денег. Каждая собака от 6 до 7,5 тысяч. Поэтому давайте вместе, сейчас, пока на этом берегу, решать. Мы потянем эту сумму ежемесячно до пристройства. Как будет проходить пристройство? Быстро или не быстро? Я не могу сказать. Если кто хочет передержать кого-то из сестренок, из щенков бесплатно, пожалуйста, напишите нам. Мы обязательно воспользуемся такой радостью. Мы обязательно привезем, а вы передержите их до пристройства бесплатно.
Когда-то зимой в метель в Якутске плелся песик, еле держась на ногах, без надежды, что кто-то даст согреться. Как вы помните, эта зима была особенно лютая, доходила до -60. И так сложилось, его забрала с улицы одна добрая женщина. Переждать самые сильные морозы и выпустить, но очень временно. Жилье у нее было арендованное, поэтому рассчитывать на что-то большее не приходилось. Но он пережил у нее всю зиму. А в марте она должна была переезжать в общежитие, где места ему, конечно же, не было. И ему предстояло снова выдворяться на улицу. И это после того, как он успел почувствовать себя снова домашним, спал в кресле, был сытым, но снова улица. К этому времени у него и имя уже появилось, назвали Вольф. Ну вот тогда, в марте, мы и забрали его в Москву. Не дали ему оказаться на улице. Ой, как ты можешь, а? Это ты так радуешься или чешешься? Все тело, скажи, затекло. Вышли из переноски, и вот так вот мы давай. Вот, ну ты давай иди на снегу валяйся, ты не на асфальте. Ой, как ты красиво можешь. Ты мне все показал, все свои способности. Я все поняла про тебя. Поняла все. Все, теперь пойдем. Где наша машина? Пойдем. Вон там наша машина. Уж давай пописи, пожалуйста. Финкураторов у него не было, роликов о нем не было. Передержка была платная, тяжело. Он очень замечательный пес, умный, знает команды, добрый и с достоинством. Фамильярности по отношению к себе не позволит. Но не получилось у нас пристроить его за эти 4,5 месяца. Зато на него откликнулась добрая женщина в качестве куратора, наша Ирина. Да-да, та самая, которая недавно нам очень помогла со Златой, которую вы помните. И вот теперь проблема только в одном – в оплате доставки Вольфа до Ирины, а это Эстония. И цена транспорта – 250 евро. Есть всего лишь одно место на ближайшую неделю. Если мы сможем оплатить, то у Вольфа появится возможность быстрее найти семью под чутким кураторством Ирины. Друзья, я обращаюсь к вам опять с просьбой. Помогите собрать Вольфу на переезд. Мне очень тяжело здесь содержать и оплачивать более 100 собак. А сейчас разгар лета. Все в отпусках, все на дачах. Мне очень тяжело тянуть так много собак. Давайте отправим Вольфа в Эстонию. Там много частных домов, там прекрасная природа, и он обязательно найдет свое счастье. Помогите, друзья.